Мы сегодня продолжаем тему о татарских достанах. Это вторая передача. И сегодняшняя передача должна быть посвящена знаменитому эпосу Идигей, Идыге нагайцев. Несмотря на современные заявления некоторых нагайских политтехнологов, этот эпос является общетюркским и на самом деле татарским. Потому что во времена Идигея еще такого народа, как нагайцы, не было. А существовала группа племен, которая была в подчинении у Идигея. Это на самом деле левое крыло Золотой Орды. И как установил Вадим Трепавлов, крупный специалист по истории Золотой Орды, это левое крыло Золотой Орды включало кипчаков во многом. И поэтому мы, когда читаем эпос, то на самом деле там такой народ, как нагайцы, не застаем. Потом идет уже чуть уже как бы золотоордынский период. Эпосы идут, например, эпос Идигей. Эпос Идигей это чисто вот нагайского круга эпос. Тут именно есть много народов, которые входили в Нагайскую Орду. Вот есть татарский вариант якобы. Но может ли быть татарский вариант, если у них нет терминологии? Например, я купил в Казани вышедший Идигей, он их тоже не был опубликован. Где-то в конце 80-х годов они опубликовали. Я купил, привез отцу. Отец у меня простой читатель, он любил читать. Привез. Но на каждой странице для татарина это непонятные слова. Идут объяснения, комментарии. Объяснение это. Отца это тормозило. Он удивленно возмущался. Говорит, зачем мне объясняет, что такое, например, РНГ? Для татар это непонятно, для казанских татар-то, поволжских. А для башкира это, нагайца, это понятие, как скотоводу. Четко, ясно он понимает. В общем, терминологии очень много. Вот. Он не может быть татарским. Там воспевается деяние Нагайской Орды, а не Казанского ханства. У них нет термина, означающего эпос. Например, башкир, кубайыр, другие там, иритак, несколько терминов есть. Есть термин, как бы, носитель этого, сясян башкир, или ярау. У нагайцев жирау. Но у татар его такой нету. Ну как же он может быть эпосом? Например, другой эпос татарский, Сурабатыр. Там четко говорит, вопрос идет. Куда, говорит, идешь, Сурабатыр? Он говорит, иду на Казань, иду громить его. Если он идет громить, как он может быть их национальным эпосом? Я спрашивал ребят, своих знакомых, казанских ученых, это что за это герой, говорит, национальный, который идет громить вас самих? Ну так же не бывает. Те не бывает, ну это, говорит, ну. И они записаны не на территории Казанского ханства. События все происходят в Нагайской Орде, чужой территории. И воспевается деяние батыров Нагайского круга. Там и башкиры были, башкиры воспринимали себя как часть вот этой Нагайской Орды. Они поэтому и вот Идигей у них как свой герой. И все воспевается, в отличие от Нагайских, у нагайских степь воспевается. А у нас он воспевается Уральские горы, Урал. Что Идигей воюет за это Урал, чтобы защищать вот этот народ. То есть вот этот момент уже другой исторический пласт. Потом идут другие там нагайские круга эпосы. Потом идут вот уже Карагакал эпос.